Школьников Северной Осетии готовят к олимпиадам по химии и биологии. Уроки проводят преподаватели Северо-Осетинского госуниверситета. Говорят, что знаний, которые дают в школах, не всегда достаточно. В планах список предметов расширить. Министерство образования и науки Северной Осетии реализует проект по поручению главы республики Вячеслава Битарова. Как проходят занятия, выясняла моя коллега Алана Тумаева. За плечами у Ланы Дзусовой десятки олимпиад, в том числе и Всероссийская олимпиада школьников. Восьмиклассница многим интересуется, оттого с будущей профессией пока не определилась, но признается, химия занимает особое место. Вообще я люблю точные науки. А химия, она как-то по-своему затягивает, она рассматривает не что-то такое большое, кажется, что маленькое, неприметное, но там происходят на самом деле большие вещи. Лана каждую неделю углубленно изучает биологию и химию. Вместе с ней еще 50 человек. Занятия проводят преподаватели СОГУ. Школьников готовят к олимпиадам. Как рассказывают сами учителя, необходимость назрела давно. Для участия в конкурсах недостаточно школьной программы. Здесь собираются ученики, которые прошли серьезный отбор. Каждый из них знает, что успешное участие в олимпиадах дает им возможность поступить в вузы без конкурса. Оттого подход к занятиям серьезный. Программа состоит из двух курсов. Это практическая и теоретическая часть. Теоретическая часть необходима для более углубленного изучения данной дисциплины. И уже на практических занятиях ученики, учащиеся, получают необходимые, опять же, навыки именно работы с лабораторным оборудованием, биологическими объектами. Уроки проводят в рамках проекта Министерства образования и науки республики по указу Вячеслава Битарова. Делится он на два направления. Первое – готовят одаренных детей к олимпиадам разных уровней. Второе направление – школьное образование. И в рамках этого направления мы собираемся открыть в каждом районе муниципальном по одному экспериментальному классу. В городе это 27-я школа, и в каждом районе по одной школе. По одному классу, 7-му, для того, чтобы можно было на будущее оставить временной задел для подготовки детей. К слову, в 27-й Владикавказской школе учиться смогут не только городские дети, но и школьники районов. По словам ответственного ведомства, при необходимости в этой школе обеспечат круглосуточное пребывание для детей. К тому же развивать планируют и другие школьные предметы. В рамках проекта мы планируем усилить не только химико-биологическое образование в этих классах, но и все предметные области обязательные к учебному плану. И, соответственно, будем привлекать, скажем так, самых ведущих преподавателей нашей республики. В рамках проекта повышают квалификацию и преподавателей, как школьных, так и вузовских. В республику для этого приглашают руководителей Олимпиадного движения России. Алана Тумаева, Хета Гапоев, Новости Осетии.